Selam aleykum saygılı dinleyiciler. Bugün çarşamba dekabr ayının 11. günü ve her daim gibi bu konu bizde Din, Tarih ve Zemane programmasını dinleyesiz ve siz için stüdyoda ben Situmerov çalışacağım. Hatırlatmak isterim saygılı dinleyiciler, bizni Kırım'da ve Kherson vilayetinde 98-101 ve 4 dalgalarında dinlemege mümkün. Bundan da gayrı internet vasıtaları var. Böylelikle Facebook sayfasında Meydan Group ve Meydan FM sayfalarımız var. Anda bizni dinlemege ve seyretmege bile imkaniyetiniz olacak. Ve bundan da gayrı hatırlatam saygılı dinleyiciler, bizde canlı yayın ve geride siz de yayınımıza qoşulacak olsanız, istekleriniz olsa, bir sual koymağa ya da aytacak şeyleriniz olsa, telefonlarımız çalışa 063 888 90 25. Aynı bu numarada WhatsApp, Telegram ve Viber var. Din, tarih ve zemane. Noyabr ayında Kiev'de Kur'an okuyucularının yarışı olup geçti. Bu yarışta kim iştirak etti, kim galibi kazandı ve asıl da Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızda nasıl yerinde olmağa gerek ve diğer suallerini de bugün müzakere etmek istedik. Ukrayna Müslümanları nasıl problemlerle rastgele ve onlarını nasıl çözüyor ve bugün stüdyamızın misafiri Al-Raid Butun Ukrayna Cemaat Teşkilatlar Birleşmesi'nin reisi Siran Arifov. Selam aleyküm Siran Bey, hayırlı akşamlar olsun. Алейкум ассалам рахматуллах. Сиран Бей, как я уже анонсировал, в ноябре прошел конкурс, уже юбилейный 20-й конкурс чтецов Корана. Расскажите, пожалуйста, как прошел конкурс, как прошли соревнования, сколько человек приняло участие в этом? Аллаху шкур, с помощью Аллаха, субхану тааля, конкурс прошел хорошо, как уже вы сказали, он 20-й. Это прекрасное событие, потому что любое дело, которое служит священному Корану, книге Аллаха субхану тааля, в нем есть большая награда и берекет, благословение Всевышнего Аллаха субхану тааля. Участников было 95 человек, мужчин, женщин, мальчиков, девочек разных возрастов. И 5 уровней было на этом конкурсе, и на каждом уровне по несколько, то есть первое место, второе, третье, были определены, комиссия, конечно, была знатоков Корана, ее возглавлял шейх Хайдар, он знаток Корана на 10 киратах, то есть большой, можно сказать, специалист в этой области. И, алхамдулилля, то есть победители были награждены. Ну и помимо победителей на каждом из этих уровней также были такие дополнительные номинации, поощрители, например, были самые маленькие или самые старшие. То есть, например, некоторые участники были дети 8-9 лет, тоже несколько джузов знают. То есть даже если они были победителями, ну, поощрительные, были награждены, были взрослые, которые там под 70 лет, такие участники тоже, как поощрительно были награждены они. А самый молодой участник сколько лет? Если не ошибаюсь, вот 6-7 лет такие дети. Вот вы сказали 5 уровней, да, то есть 5 срезов было, то есть самый минимальный и максимальный какой? С минимальным это 1 джуз и до полностью Коран. То есть 1 джуза и выше полностью до полного Корана было несколько, ну, достаточно неплохое количество участников на весь Коран. И тоже были... А кто из вот всех участников самый молодой, кто вот знает наизусть Коран весь? Из тех, кто участвовал, принимал участие именно знатоков Коран полностью, они уже все студенческого возраста, то есть учатся в университетах. А, например, участники школьного и более младшего возраста, они в основном были участники других уровней, там пол Корана, 10 джузов, вот так, 5 джузов, 1 джуз. А вот 20-й год, то есть, я как понимаю, 20 лет уже проходят подобные соревнования своего рода. Какой-то прогресс видите? То есть число тех, кто принимает участие, число тех, кто знает наизусть священную книгу мусульман Коран, их число увеличивается? В принципе, да, увеличивается. И, конечно, здесь хотелось бы тоже упомянуть, что в прошлые годы, когда проводились подобные конкурсы, конечно, принимали участие в том числе мусульмане с Крыма. Поэтому и это тоже играло свою роль, то есть и на количество, потому что мы знаем... А сейчас нет возможности, да, им приезжать? Ну, да, это довольно сложно. Конечно, могли бы они участвовать, но не так просто, то есть, да, как вы...
Но знающих Коран, это, хамдулля, становится все больше и больше. В Украине, конечно, на сегодняшний день нету именно специализированных учебных заведений по обучению Корана, но при мечетях, при исламских центрах, то есть проводят такие курсы, скажем так, утренние, кружки, да. И, в принципе, дети, взрослые, мужчины, женщины, хамдулля, ну, многие сейчас стараются учить Коран, научиться его читать или выучивать что-то. Это прогресс есть, и он хороший. А вот какие были требования? Именно условно там зачитать джуз, либо же какие-то комментарии, пояснения давать? Как происходило оценивание? Или смотрелось больше на красоту и правильность чтения? Комиссия, ну, она состояла из 3 человек, и у них уже заранее были заготовлены билеты, и участник, он сам выбирал, какой ему попадется. И там, например, такая-то сура, такая-то сура, такая-то сура. И этот член комиссии, он зачитывал. То есть начинал читать, прочитывал часть аята или весь аят, и уже участник должен был прочитать. И там они уже оценивают по нескольким критериям. Конечно, первое это правильность прочтения по таджвиду. То есть соблюдение всех правил таджвида. Второе это забыл или не забыл, насколько он хорошо его помнит на память. И третье, конечно, тоже и красота, то есть эстетика, то есть насколько он красиво читает. И там, конечно, есть свои детальные такие правила, например, если первый раз ошибся, то дают ему знак, но не говорят, что где ошибка. Если он вспомнил, и это уже не считают ошибкой. После 2 таких вот замечаний, если он на 3-й раз не вспомнил, в чем он ошибся или что забыл, то тогда уже... То есть такие уже есть детали, скажем так. И старались, конечно, ведущие комиссии, чтобы было все справедливо. Ну, Аллах знает. А вот все же из Крыма хоть кто-то участвовал? Из крымских татар? Из крымских татар, конечно, участвовали. Удалось ли им занять какие-то призовые места? Да, некоторые из них заняли призовые места. И, ну, это в основном, насколько я понимаю, это практически те, которые сейчас в Украине, на территории материковой Украины. Кто вынуждены были переехать. Да, находятся. А чем лично вам вот запомнился данный конкурс? Вот каждый год, я знаю, изменяются какие-то реальности, новые участники добавляются. Чем этот запомнился именно? Ну, возможно, это может быть один из первых конкурсов, на которых я именно присутствовал, так как до этого я в основном присутствовал на тех конкурсах, которые проводились в Крыму. То есть у нас там больше такая крымстатарская была аудитория. А здесь запомнился именно разношерстность, можно так сказать. То есть были участники из десятков национальностей и даже разных цветов кожи. Были, например, участники из Африки, из азиатской. Между прочим, они считаются очень сильными чтецами. Ну да. Некоторые из них, они здесь как студенты, насколько я понял, потому что я по возрасту смотрел. Конкуренция, значит, сильная была. Ну да. Были участники из Средней Азии. Например, тоже очень интересный момент было... Достаточно много, ну, наверное, даже, может быть, 10, 15, 20 участников этнических украинцев. Но их уже родители мусульмане, которые приняли ислам, их дети уже выросли как в мусульманской семье, они участвуют, то есть большое количество этнических коренных украинцев именно. Это тоже очень такой показательный момент. А вот что джемату дает подобного рода такие вот конкурсы? Способствует ли это своего рода прививанию любви к священной книге Корана вот посредством таких мероприятий? Да, конечно, это способствует привлечению к изучению Корана. Конечно, это не должно быть сам по себе конкурс или там даже призы какие-то, вознаграждения. Это не главное должно быть для мусульманина, скажем так, мотивация. Как главная мотивация в любом благом деле, конечно же, это милость Аллаха Субхану ва Тааля, вознаграждение Всевышнего Аллаха. Но подобные конкурсы, они играют роль такой дополнительной мотивации. То есть каждый проверяет себя. То есть уже одно дело, когда ты просто учишь и сдаешь учителю или там кому-то. Другое дело, когда ты все-таки сравниваешь себя с другими. И это мотивирует человека, знатока Корана, улучшать свои, скажем так, свое умение чтения Корана. И я думаю, это большую роль тоже играет в мотивации. Серенбей, вот наши слушатели прислали вопрос, как принять участие и по каким критериям отбирают участника. Вопрос вот Сания Ханым. Ну, наверное, это уже на следующий год, так как в этом... Он же один раз в год проходит. Да, раз в год. А на самом деле Расскажите, да, вот на следующий год, если кто-то хочет принять участие, что для этого необходимо, куда обращаться? Организаторы заранее, они дают за определенное, ну, достаточное время объявления в разных, начиная от Фейсбука там и так далее.
объявление, потом, конечно же, все причастны, все, кто знает, или как-то перепост делают, то есть ну, распространяется. Но в основном это на страничках исламского, да, исламского культурного центра, духовного управления мусульман Украины там, и так далее. То есть делаются объявления, и там даются контакты, телефоны, и в принципе все. А затем человек просто связывается и говорит, что вот я хочу участвовать, например, на джуз, на 5, на 10, на весь, ну и так далее. То есть, ну, в основном это через соцсети. Ну, ориентировочно заявки подаются осенью, там в начале осени, а конкурс проходит уже в Ну, декабре. смотря, да, конечно, конкурс не всегда проходит в одни и те же, не по одним и тем же датам. Ну, поздней осенью. Ну, примерно, да. Сиранби, и хотелось бы сейчас перейти немножко к достоинству чтения Корана, что это дает верующему. Вот есть один очень интересный хадис, он мне очень нравится, я бы хотел, чтобы вы, как ученые в этой области, его пояснили нам. Вот Абу Мусы, ради Аллаху ан, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: верующий, который читает Коран, подобен утруджи, то есть это сладкий лимон, обладающий ему приятным запахом и вкусом. А верующий, который не читает Коран, подобен финику, не обладающий запахом ароматным, ну, сладким на вкус. Лицемер же, который читает Коран, подобен базилику, который приятный, ароматный на запах, но горький на вкус. А лицемер, который не читает Коран, подобен колоквинту, который не обладает ни запахом и горьким на вкус. Вот здесь очень интересное сравнение приводит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что вот эти 4 категории, о чем они нам показывают? В принципе, Коран Аллах Субхану ва Тааля послал это как руководство для нашей жизни от начала до конца. То есть каждая буква Корана, она является живой, останется живой и актуальной до судного дня. И эта книга не для того, чтобы просто ее читать или как-то к ней относиться почтительно. Мусульмане должны сделать все для того, чтобы исполнить, воплотить в свою жизнь каждую букву священного Корана. Ну, это одна из, скажем так, задач, да, или целей, для чего Аллах Субхану ва Тааля нам не спасал Коран. Но чтобы мы его знали, что Аллах нам говорит. Это послание Аллаха к нам, каждому человеку, это послание Аллаха его рабам. Но чтобы мы это знали, изучали, постоянно смотрели в Коране, размышляли над Кораном, Аллах Субхану ва Тааля через своего пророка также поощрял нас просто читать его. Потому что мусульманин сначала читает, потом старается понять. То есть вот так пошагово. Да? Сначала мы читаем, потом стараемся понять, потом проникаемся этими смыслами, переживаем их и стараемся, мы читаем, что Аллах Тааля нам приказал, что Аллах Тааля нам запретил, за что Аллах нам обещает награду, в чем предупреждает нас, предостерегает от наказания за какие-то плохие дела. Но чтобы все это знать и изучать, также нас поощряется просто чтение. И вот пророк алейхиссалям поощряет. Есть много хадисов, где поощряется просто само по себе чтение Корана. Но, как бы пользуясь данным вопросом, я хотел бы сказать, что само по себе чтение ни в коем случае нельзя на нем ограничиваться. Мусульманин должен читать и стараться понимать, и размышлять, проникаться этими смыслами, переживать и понимать, осознавать, что это послание Аллаха ему для того, чтобы он понял его и воплощал в свою жизнь. Касательно этого, кажется, очень красноречиво Всевышний Аллах в суре Али Имран говорит: «Аллазина язкуруна Аллаха кияма ва кууда ва аля джунубихим ва ятафаккаруна», которые размышляют. То есть если переведете, наверное, лучше переведете, чем я. Те, которые поминают Аллаха, лежа, сидя, стоя, на боках. Да. И потом вспоминают, читают, да, и те, кто размышляют над этим. То есть конечная цель твоего чтения, она должна привести к размышлению над аятами, правильно? Размышление приводит к осознанию смысла жизни, тому, что нужно делать, твои ценности, твои критерии, твои принципы, и ты уже дальше должен применять это. То есть, конечно же, было бы абсолютно глупо читать книгу, понимая, что это послание Аллаха тебе, и ничем не проникнуться, не переживать, не испытывать. У мусульман должна быть сильная эмоциональная связь с Кораном. То есть в Коране есть много аятов, где Аллах Субхану ва Тааля, когда характеризует верующих, говорит, это те, которые читают его аяты и плачут, или их сердца содрогаются в страхе. Они трепещут перед Аллахом. То есть мусульманин должен не просто читать как любую книгу, холодно, сухо, как говорится, без чувств. Мы должны испытывать чувства по отношению к книге Аллаха Субхану ва Тааля, и даже путь к этим чувствам тоже через размышления, потому что когда мы читаем, мы пытаемся понять,
о чем Аллаху Тааля говорит, то мы начинаем испытывать эти чувства, это уже заставляет нас действовать, исполнять приказы Аллаха, воздерживаться от его запретов, ну и так далее. Поэтому пророк, алейхиссалям, он постоянно поощрял к чтению, к изучению Корана. Как мы видим, верующий, который не читает Коран, да, у него есть иман, он верующий, он мумин, в нем есть благо, но пророк, алейхиссалям, сказал, что оно как бы внутри у него, да, его не видно, поэтому сравнил Он не его... благоухает. Да, а вот чтение Корана, оно дает человеку вот это благоухание, берекет. В отличие, конечно, а лицемеры, мы знаем, это люди, которые показывают себя мусульманами, но в сердце у них веры нету на самом деле. Поэтому они, если читают Коран или делают намаз, например, в мечетях, то они выглядят, то есть как будто у них есть запах, но внутри ничего нету. Бош, да, ичи бош. Да, это такой красноречивый пример, сравнительный пример был у пейгамбера Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И вот к следующему хадису тоже хотел бы перейти, тоже, на мой взгляд, очень интересный. И, кстати, исходя из него, я вот такую параллель постарался сделать с нашим народом. Вот сообщается, что Абу Хурайра, радиаллаху ан, сказал: «Поистине дом становится просторным, посещают его ангелы, избегают его шайтаны, и увеличивается в нем благо, если читают в нем Коран. И поистине дом становится тесным для его обитателей, отдаляются от него ангелы, и населяют его шайтаны, и уменьшается в нем благо, берекет, если не читается в нем Коран». И вот здесь, что для меня примечательно, то есть этот хадис нам явно показывает о том, что тот дом, где читается Коран, в нем всегда есть берекет, да? И несмотря на то, что вот после того, как Российская империя аннексировала Крым в 1783 году, и вот эти 2 столетия она практически истребляла крымских татар, их религиозную идентичность, но вот у нас у всех бабушки с дедушки, вот их Кораны, которые нам, вот я лично видел Кораны, бабушки одной, бабушки второй, они настолько были исчитаны, что на них живого места нет. Вот я не знаю, сколько его нужно было читать. Вот у меня есть Коран, который я читаю уже более 10 лет. Вроде читаю его, не сказать, что я его не читаю, но он как будто новый, когда на него смотришь. Вот я не понимаю, сколько его нужно было читать, чтобы он вот пришел в такое состояние, как вот Кораны бабушек и дедушек. Вот они, получается, понимали, да, вот эту важность чтения Корана? У наших предков, вообще у тех поколений, у них Коран это было, наверное, стержень вообще их вот этой идентичности, о чем мы говорим, их культуры, их мировоззрения, вообще всей системы их ценностей. То есть поэтому для них Коран это была не какая-то формальность или часть фольклора, вот там лежит он где-то в шкафу за стеклом или... Это даже, да, мы понимаем, что многие десятилетия или века даже истреблялись и ученые, и знания. К сожалению, деградировало даже религиозное образование. Как мы знаем, пришло к тому, что многие религиозные деятели у нас были, скажем так, с достаточно низким религиозным образованием, но все равно в сути, наверное, на личности наших предков, каждого из них было, что Коран это что-то. Даже они, может быть, и многие из них не понимали арабского языка, не знали, не понимали. Это уже ближе к депортации. Да, но все равно это сущность мусульманина, постоянная связь с книгой Аллаха Субхану ва Тааля, потому что через книгу Аллаха мы связаны со Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Они это понимали, они это осознавали, они без этого не могли, поэтому они постоянно читали Коран, держали его при себе и знали, что в этом огромное благо, точнее, это самый главный источник блага мусульманина. И вот здесь как раз очень примечательно, что когда вот сама депортация наступила, я вот очень много слышал лично примеров, что наши бабушки, дедушки, у них там было 10-15 минут всего собраться. И вот в это время, наверное, как раз человек определяется по жизни, что для него важно. И большинство из них искали там не заначки какие-то денежные, не золото, не серебро, а брали с собой книгу. Это многие, кто бабушки, дедушки наши вернулись с депортации, вот уже после... Приехали с этими же Коранами. Приехали с этими же Коранами, которые они когда-то забирали. Вот, наверное, это все-таки показатель своего рода. Это понятно, что уже наше предположение, да, или какое-то предположение, но когда мы читаем Коран, мы видим, что Аллаху Тааля обещает свою помощь, милость, защиту верующим за определенные их дела. Вот, как вы сказали, да, определяется человек в такие моменты взять тут мешочек золота или забрать с собой Коран. И, возможно, можно так предположить, что Аллах Субхану ва Тааля сохранил мусульман Крыма и помог им вернуться, дал им сил пробиться, вернуться домой. Именно вот это берекет того, что
Если бы тогда они взяли золото вместо Корана, возможно, тогда бы Аллах их и оставил без своей помощи, и они бы исчезли, и нас бы, возможно, не было бы. Мгм. Дорогие телезрители, напомню, у нас прямой эфир. С нами можно связаться по телефону 063 888 90 25. На этом номере есть Viber, Telegram, WhatsApp. В студии у нас Сиран Арифов, председатель общественной организации Аль-Райт в Украине. Мы разговариваем о Коране, о конкурсе Корана, о достоинстве его чтения и значении его в нашей жизни. Поэтому, если у вас есть вопросы, по этим телефонам можете с нами связаться. Дин, тарих, веземане. Сиран Бей, вот следующий вопрос у меня такой: а какие бы вы дали лично рекомендации по заучиванию Корана? Вот на самом деле, наверное, как-то феноменально выглядит, да? Какую-то книгу выучить, которая 604 страницы, от корочки до корочки, с каждой буквы. Вот иногда, ну, в школе, да, то есть один стих не можешь выучить. А как вообще вот это реально? Есть какие-то методологии, наверное, по заучиванию? Вот как можно выучить текста 604 страницы? Ну, если бы вы дали мне выбор, я бы не отвечал на этот вопрос. Почему? Я, скажем так, конечно, у меня есть определенный личный опыт. Сам учился в медресе и преподавал в медресе, но ну, раз вы уже задали вопрос, придется, как говорится, выкручиваться. Я сам, конечно, не хафиз Корана, и мне далеко до этого, но сам учил Коран и обучал детей, как его учить, или чтению Корана и так далее. То есть, ну, я имею в виду, что есть, конечно, более Ну, компетентные лучшее люди. время, наверное, это детство, правильно? Начать. Да, то есть, но все-таки есть более компетентные, то есть они хафизы, и они именно они практикуют обучение Корана. Но если, скажем так, из моего личного опыта и из того, что вот я наблюдаю, как действительно специалисты, да, учителя по Корану, как они обучают, то, конечно, есть определенная постепенность. То есть сначала нужно выучить буквы, правильное их произношение, а затем уже есть для этого определенные учебники. Человек должен научиться сначала правильно прочитывать Коран, а затем уже начинать учить его наизусть. Насчет того, что методология именно заучивания наизусть, то здесь есть, сами методологии есть разные. Можно даже сказать, как такие масхабы разные. По заучиванию. Да, по заучиванию. Вот я слышал, есть такой бухарский масхаб своего рода, Сейчас сказать более что подробно. 400 раз, если ты выученное прочитаешь, говоришь, что это никогда не уже, забудешь. Это уже Это такое, так? знаете, там кто-то говорит 200, 400. Я видел совершенно разные методы. Например, некоторые начинают с начала Корана. Кто-то начинает, говорит, нет, ну надо с более коротких сур, начинают с конца Корана. Я лично, например, вот когда был преподавателем в медресе, но преподавателем не Корана, а других предметов, ну, был у нас один хафиз, и он специалист по обучению Корана, он обучал таким очень интересным методом. Первая страница сначала, последняя с конца. Вторая сначала, вторая с конца. И вот так. То есть, другими словами, в конце человек приходил К середине. к середине, там стоит, заканчивал заучивание Корана наизусть. Ну, конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. Например, если взять методологию учить с коротких сур, это самый легкий, простой, потому что ты начинаешь короткий, потом больше, 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 и так легче, да, то есть, когда ты выучил суру на полстранички, ты уже успокоился, ты выучил, ты ее знаешь, повторяешь. У тебя какой-то завершенный процесс. Да, завершенный. И так далее. Идешь, ты там выучил 5 джузов, потом стал лентяем, обленился, или там время нет, и ну ты уже выучил свои 5 джузов. Если начал сначала, то, конечно, там длинные, большие суры, ты там и так далее. Но зато вот за Бахара и за Али Имран есть же отдельные хадисы, где говорится, что в судный день они будут аж заступаться за человека, которых выучил наизусть. Ну, в общем, методологий много разных. Но, конечно, есть общие принципиальные рекомендации. Это, конечно, должно быть, на первую очередь, это намерение. Должно быть искренне ради Аллаха Субхану Тааля, ни в коем случае не ради чего другого. Второе, человек должен понимать, что заучивание Корана — это все-таки милость от Аллаха, поэтому мусульманин должен стараться остерегаться грехов. То есть, чем дальше он от грехов, тем легче он будет заучивать Коран. И, конечно, есть для этого также такие рекомендации уже чисто, скажем так, практические. Например, выбирать время. То есть самое лучшее время — это утреннее, после сабах намаза, то есть когда человек вот на свежий, как говорится, голову, утренний. И, конечно, есть такие рекомендации, чтобы это было спокойное, тихое место, чтобы ничто не отвлекало.
Ну, то есть подобно. То есть есть уже такие А вот есть практические такая рекомендации. практика, что вот, когда начинаешь заучивать, и чем дальше, тем тебе легче, так как вот твой Это мозг да, да. научивается, вот, начинает, скажем, Тренируется, натренировывается, так вот, и вот есть. Это есть, да, вот, это? да, конечно, те, кто вот в медресе учился или заучивал Коран, даже если полностью его не прошел, ну, часть его, конечно, то есть, ну, вот даже по медресе, в котором я преподавал, я помню, у нас, ну, дети начинали как? Там полстранички в день. А уже через там на второй учебный год, они уже доходили по 10 страниц в день заучивания. Но, конечно, это была такая оперативная память, короткая. Мгм, То есть, мгм. если они потом не занимались серьезно закреплением, они их забывали. Это такое быстрое, то есть А есть заучение же на хадис, короткую да, на эту память. тему, что Коран, если не изменяет память, уходит из головы, Но как если не верблюд, повторять, который не да, привя Вот да. это имеется в виду повторение, да, здесь? Конечно, повторение, закрепление. Повторение именно как повторение или, например, читать его в намазах, ну и так далее. Ну, в Мгм. общем, то есть некоторые вот у нас были ученики в мадресе, которые начинали с полстранички, а через год-полтора у них настолько мозг подстраивался, что по Мгм. 10 страниц наизусть выучили, сдавали, то есть с памяти их прочитывали. Мгм. То есть, поэтому это, то есть развитие обязательно идет. Конечно, ну и есть, конечно, индивидуальные. То есть, ну, у кого-то способности, может, больше. Некоторые концентрируются, некоторые сидят, учат, думают о чем-то. То есть это Мгм. уже такой индивидуальный момент. Мгм. А, Немножечко хотел бы пару вопросов вот задать, у нас еще время есть, касательно, вот вы сказали, что уже и украинцы участвовали, этнические украинцы принимали участие в этом конкурсе, то есть это жители Украины, украинцы по национальности, которые приняли ислам, их дети. В целом, вот насколько вот как ислам сейчас видят украинцы, то есть что, скажем, побуждает людей, ну, изучить ислам, либо потом в дальнейшем даже принять эту религию, вот. Конечно, ну, скажем так, я не посещал Западную Европу. Ну, не был ни в одной западной стране, хотя у меня много достаточно знакомых, друзей, которые там из мусульман, и они там именно занимаются деятельностью, в том числе общественной, Мгм. религиозной, некоторые имамы. И, конечно, мы хорошо знаем ситуацию в России. То есть я имею в виду, что мы можем, например, делать какие-то сравнения. То есть если сравнивать вот, ну, на самом деле с тем, что во многих странах происходит, и в том числе европейских, будь то, например, на восток мы возьмем Россию далее, или Западная Европа, то Украина и вообще украинский народ отличается очень большой такой, ну, не знаю, толерантностью назовем это, веротерпимостью. Ну, даже слово веротерпимость, оно немножко такое, знаете, как будто терпение, от слова терпение, Мгм. терпимость. Нет, здесь идет речь о дружелюбности и добрососедстве. То есть украинский народ действительно отличается вот такой вот добрососедством и дружелюбностью, да, то есть и здесь нету такого явления, ну, мы говорим в массе, мы Да, говорим в массе, как естественно, какие-то правило, нюансы везде нету, да, бывают. такого. Нюансы, конечно, везде есть, и у самих мусульман есть множество нехороших, ну, у некоторых мусульман есть Мгм. нехорошие вещи, скажем так, в том числе и религиозного характера, ну, точнее, то, что выдается за религию, да, там какие-то крайности и тому подобное. Мгм. Но в общей сложности, то есть в Украине мы уже, ну, на протяжении 15 лет, даже больше, работаем как мусульманская общественная организация, мечети есть, мусульмане есть. То есть и действительно мы находим, что это дружелюбный народ, дружелюбное общество, скажем так, да, Мгм. и Украина на самом деле многонациональная страна, и это положительно здесь играет Мгм. положительную роль. То есть мы здесь не видим каких-то таких косых взглядов или там какой-то ненависти на религиозной или национальной почве. Мгм. Поэтому и есть, да, украинцы, конечно, их может быть не так уж много, но они принимают ислам или знакомятся, или дружат. То есть даже вот, скажем так, занимаясь своей общественной деятельностью, А что привлекает людей, которые вот принимают ислам? Что они видят в это на самом деле исламе? очень разное. Очень разное. Просто настолько разнообразные причины, которые побуждают человека, например, прийти и спросить, например, или почитать книжку, или поискать что-то в интернете. Вот мне буквально вот сегодня мне одна украинка, она мусульманка, волонтер, занимается волонтерской деятельностью, общественной деятельностью, детские дома, ну и так далее. Мгм. Да, то есть она сегодня пришла такая радость. Я говорю, а что такое? Ну вот она, говорит, недавно защитила, ну, магистратуру по какой-то теме, и там в гардеробной работает женщина.
Обычная украинка, женщина в гардеробной, гардеробщица, да. Мгм. И вот уже несколько лет я, ну, понятно, они зимой же работают, когда зимняя одежда. Да. И вот постоянно: здравствуйте, как ваши дела, добрый день, как вы, как... Ну, обычное вежливое общение, ничего более. А сегодня, говорит, я с ней прощаюсь, потому что защитилась, покидаю этот, ну, университет, да. Мгм. И она говорит: ну, раз прощаемся, я все-таки хотел, а ты почему ислам приняла и так далее. А вот что ты расскажешь об исламе? А вот, ну, она же видит, что она в платочке ходит Да-да-да. и так далее. То есть абсолютно разные причины могут побудить человека спросить об исламе или заинтересоваться, кто такие мусульмане, во что они верят, чему учит ислам. Иногда человек что-то встречает в интернете, иногда попалась ему книжка, иногда у него очень многие, например, которые приходят в мечеть, это друзья. Даже я скажу так, большинство, ну, не знаю, больше половины тех, кто пришли в мечеть и у имама стали интересоваться об исламе, большинство, когда у них спрашиваешь, а почему вообще заинтересовались, они говорят, это личная дружба с каким-то мусульманином. Мгм. То есть вот он мне вот какой-то хороший пример показал, вот его поведение такое, вот он ведет себя так, вот я с ним дружу, он такой человек, и вот я хотел узнать. Мгм. То есть, как правило, это личные отношения. И вот несколько вопросов еще есть о тех проблемах, с которыми сталкиваются мусульмане. В Украине, в частности, долгие годы была проблема, то, что законодательно не дозволялось мусульманкам фотографироваться в официальные документы в платке, в головном уборе, который мусульманка носит. Но, насколько мне известно, был и закон принят, и уже в ДМС, и в органы, которые выдают паспорта и прочие документы, был спущен уже какие-то методические указания. То есть все, эта проблема решена, и уже мусульманки могут без проблем идти делать документы, правильно? Да, это абсолютно верно. И даже вот некоторые, ну, наши сестры, которые поднимали эти темы, так как им было отказано, Мгм. в этом они, ну, приняли такое, скажем так, активное участие вот во всех тех действиях для того, чтобы добиться данного результата. Они уже получили даже новые паспорта с фотографиями в платке. То есть, в принципе, сейчас мусульманка... Конечно, этот закон не касается именно мусульман. Там нормы, которые вообще говорят о том, какая должна быть фотография и так далее. То есть там множество Ну, различных в этих критериев. нормах уже учли интересы Да, мусульман. учли интересы мусульман. И здесь я хотел бы тоже отметить, что поддержали вот эту инициативу мусульманок и верующие женщин других конфессий. Причем поддержали открыто и высказали свою поддержку и помогали. Насколько я знаю точно, что это были женщины-христианки, католики, греко-католики, может быть, еще кто-то, и я всех сейчас не припоминаю. Ну, то есть они также вот поддержали мусульманок в этом, и вот, хамдулля, вот такой результат был достигнут. Конечно, здесь следует поблагодарить всех, кто как мусульман, так и не мусульман, всех, кто участвовал, принял участие вот в данной работе, скажем так, которая дала вот такой результат. Это говорит о том, что мусульманам нужно действовать, нужно объединяться, консолидироваться, искать в том числе, скажем так, союзников и среди немусульман, да, и добиваться результатов, добиваться того, чтобы их права были защищены. Ну, в первую очередь, здесь как раз вспоминается пословица наша «Хайда барлик анда тарлик», где единство, там победа. Вот проблема была, объединили все мусульмане, ее решили, Аллаха шкур, да. А вот какие еще есть вопросы, на ваш взгляд, которые вот сейчас они есть, проблема, и вот мусульманам Украины надо вот как-то собираться и решать их вместе сообща. Какие вот вы видите такие ситуации, проблемы? На самом Есть ли деле, вообще такие, может их нет? ну, нет, наша жизнь, Дуня так устроена, что в ней должны быть проблемы. Эти проблемы являются испытаниями, как мы себя поведем. Конечно, есть много разных актуальных вопросов. Где-то они локальные, где-то они глобальные. Мусульмане нуждаются, я считаю, так скажем, то есть я имею в виду проблемы, уйдем от темы именно государства, законодательства, а вообще проблемы же разного рода бывают. Я, например, считаю, что у мусульман есть проблема образования. То есть я имею в виду, что мусульмане должны все-таки стараться иметь собственные учебные заведения. Конечно, с украинской учебной программой, но которая бы учитывала особенности мусульманской культуры. То есть вы имеете сейчас образовательные, это школьные какие-то? Да, школа, детские сады, возможно. Это, конечно, законодательно, в принципе, здесь таких препонов особых нету. Это больше вопросы, наверное, кадров и еще больше, наверное, финансов, да, и каких-то инициатив.
То есть здесь потому что довольно серьезные финансовые нужны какие-то, скажем так, средства. Может быть, мусульман не так уж и много в украинской армии. Ну, наверное, вопрос халяла, вопрос возможности совершения молитвы. Потому что даже если 100 мусульман есть в армии, ну, если у них насколько у них эти проблемы решены или нет, это тоже в какой-то степени. То есть вопросов много. Если мы будем говорить, например, о внутренних мусульманских вопросах, скажем так, чисто уже исламского характера, я бы отметил это вопрос все-таки распространения каких-то идеологий, да, с которыми можно было, ну, такфиризма, так называемого, к сожалению, это то, что делит мусульман, вредит им самим. Потому что среди мусульман, к сожалению, такие идеологии, ну, радикальные их назовем так условно, да, они имеют место, пропагандируются. И мы практически, ну, постоянно встречаем, вот, пусть это не массово среди мусульман, но это имеет место, когда одни мусульмане, ну, отделяются от других мусульман, обвиняя всех остальных там в неверии, в заблуждении. То есть вот такая вот, ну, нетерпимость между мусульманами и рознь, да, на религиозной основе. То есть, другими словами, это вопрос, наверное, все-таки исламского просвещения, скажем так, правильного исламского просвещения. Это тоже актуально для мусульман. Это, конечно же, одна из причин, по которой мусульмане не могут объединиться. Или, скажем так, не все могут объединиться, когда вот такое вот имеет место. Есть, например, ну, если мы возьмем Киев, может быть, в каких-то, ну, не везде одни и те же проблемы. Например, я говорю о мусульманах Киева или ближайших вот мест. У нас, например, одна из проблем — это кладбище. То есть, другими словами, у мусульман нет сейчас своего кладбища, которое было бы, ну, на расстоянии доступном для мусульман. И постоянно приходится, например, ну, добиваться каких-то вот участков. Еще один приоритетный вопрос, который надо решать. Да, то есть на самом деле вопросов много, разных, разного характера. И где-то нужно, чтобы мусульмане как на общественных началах объединяли усилия и действовали. Где-то нужно, может быть, обращаться к государственным органам. Где-то, может быть, нужно, чтобы это мусульмане, которые, ну, скажем, там, депутаты в парламенте, через них, где-то через средства массовой информации. То есть проблемы разного характера, и решать их можно тоже по-разному. Ну, иншаллах, я думаю, мы их всех решим. Чох Савалан, напомню, у нас в студии гость, председатель Всеукраинской ассоциации общественных организаций Аль-Раид. Сайгалы диңлейчилер, биздин яйыныбыздын вакыты соңуна келди, ама хатырлатам, келечек чаршембе күнү saat 16:05 kechgende Киев вакытынан ve 17:05 kechgende Кырым вакытынан Дин, тарих ve zemaniye programmasında sizni bekleymiz. Eliklerde görüşeyik.